Всем привет, дорогие! Всех приветствую на своем канале. Сегодня делаем с вами расклад на будущую недельку цыганский в период с 24 по 30 августа. Перед вами три варианта, три дамы. Выбираем все интуитивно. Не привязываемся к образу, к цвету волос, цвету глаз и так далее. У нас гадание онлайн, и здесь работает исключительно ваша интуиция и никак иначе. Загадывайте себя. Напоминаю, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я прошу прощения, что-то у меня тут соседи раскричались. В общем, пожалуйста, выбирайте. Я перехожу к первому варианту. Итак, первый вариант. Смотрим вас. Заходите вы в недельку с неким казенным королем и приятными хлопотами. Здесь, знаете, что может быть, что это не казенный король, никакой не юрист, не адвокат, не военный и так далее. Здесь ваш бизнес, ваш дела, ваш блог, ваш канал на ютубе. Вот здесь можете хлопотать. И, скорее всего, хлопоты будут такие, довольно-таки приятные и неожиданные. Партнером вам назначила короля Трифового, и он уже выпал у нас. И был у вас с ним разговор, такой неприятный разговор, скандал. И раздражал он чем-то вас и злил. И также вы были со своим интересом. И как-то вот есть дальняя дорога, либо ваше дальнее будущее, но как-то вы пусто ставите, либо хлопотали вы за дальнюю дорогу, как-то пусто, не получили того, что желали, хотели. Плюс еще по десяточке бубновой можно сказать, что получили какую-то крупную сумму на руки, денежную. Итак, на сердце у вас некий казенный король, либо, как я раньше сказала, это может быть ваш бизнес, собственный ваш блог, ваш YouTube-канал. Под сердцем у вас ваш партнер, король Трифовый, разговор с ним. В голове содержите в ранней дороге была некая дама червовая к вам со своими любезностями и собственным домом. Если вы вхожи в дом дамы червовой, то могли в гости к ней ходить, либо она к вам была именно вот прям позитивно, благосклонно настроена. Кто такая дама червовая? Кстати, это может быть мама, подруга, сестра, коллега и так далее и тому подобное. В ногах хлопотали вы, были со своими хлопотами к своему партнеру, королю Трифовому. Он был к вам со своим интересом, и как-то вы переживали за его интерес, либо здесь могло быть еще недомогание, либо плохое самочувствие. Что было? В ранней дороге была встреча, свидание с вашим партнером королем Трифовым и встреча, свидание с дамой червовой. Также здесь был какой-то разговор, сами вы вели разговор сама с собой, и скорее всего, продумывали либо обдумывали свои мечты, планы на будущее, перспективы и прочее. Также здесь был разговор с дамой червовой, в котором вы узнали какие-то сплетни, либо какие-то слухи неприятного, некрасивого характера. Теперь у нас сторона будущего. Ваш партнер король Трифовый будет к вам со своими хлопотами, дама червовая будет к вам со своими хлопотами, а вы будете со своим интересом к даме червовой. Также вы получите какой-то большой, крупный, нечаянный интерес, но как-то либо вы его либо отложите, либо просто будет интерес и какие-то пустые хлопоты. Может быть, по дому какие-то бытовые хлопоты рядышком. И ваш партнер король Трифовый тут со своим домом, либо с собственной персоной, либо в дальней дороге, это ближе к концу недельки, либо здесь ваше с ним совместное будущее будет его как-то волновать. И основной лейтмотив, основная линия недельки — это вот встреча, свидание с партнером, с королем Трифовым, и дама червовая будет к вам со своим интересом, а король Трифовый, ваш партнер, будет у вас с ним встреча, и он будет к вам тоже со своими любезностями. И свидание, встреча, кстати, может быть и с дамой червовой. Итак, для вас хлопоты вашего партнера короля Трифового, но вы либо можете хлопоты его воспринимать и ставить для себя как пустые, но вот похлопотал и ладно, либо это какие-то будут бытовые хлопоты, на которые вы просто не обратите внимания. И смотрите,
Вы будете со своими любезностями тоже. Видимо, будете строить планы, какие-то свои перспективы, мечты реализовывать. Заниматься, в общем, какими-то своими делами, которые вам весьма-весьма интересны. Для дома ваш партнер король трефовый, разговор с дамой червовой. И опять же в разговоре узнаете сплетни, какие-то интриги неприятного, некрасивого характера. И вот дама червовая может вас немного злить и раздражать еще к тому же. А на сердце у вас, смотрите, как у вас красиво все выпадает. 3 десяточки. Причем это какой-то большой, крупный, нечаянный интерес и ваш обоюдный интерес с партнером. И он к вам со своим интересом, и вы к нему. Вот так вот показывают десяточки. Скорее всего, это близость, секс, интим будет прям сильно-сильно вас беспокоит на этой недельке. Плюс, если вы, например, планируете детей в ближайшем будущем, то вот здесь на сердце вы это дело и содержите. Что было? Дама червовая была к вам со своими любезностями, и был у вас разговор с дамой червовой, тоже какой-то важный, нужный. Плюс был разговор тоже с вашим партнером, королем трефовым, тоже очень важный. У кого-то это может быть ссора, либо просто что-то выясняли для вас очень такое нужное, необходимое. Что будет? В ранней дороге у вас будет ваш партнер король трефовый и дама червовая, собственной персоной, либо ее дом. Что будет на пороге? Вот, дама червовая будет к вам со своим интересом, и партнер ваш король трефовый будет к вам со своими любезностями. Успокаивайтесь вы встречей, либо жизнью с вашим партнером королем трефовым. Единички, я вам желаю любви, гармонии, процветания. Берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь о себе и о своих близких. Это была Старта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Всех благодарю, кто пишет комментарии. Кто не пишет, я от вас жду комментарии. Прям вдохновляете меня, когда пишете. Когда не пишете, я расстраиваюсь. Ну что, прощаемся. Увидимся. Всем пока. Двоечки, смотрим вас. Партнером назначила короля бубнового. Заходите вы в период с разговорами по работе, какими-то разговорами, переговорами и разговорами, видимо, с близкими, с друзьями. Какие-то приятные такие разговоры. Также получили вы какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Но плюс как-то будете злиться на себя и на свои чаяния и надежды. Также, если вы практик эзотерик, скорее всего это так, вы будете, входите в период с какими-то, видимо, эзотерическими практиками, вы проводили их, либо гадали, либо там какие-то магические практики делали, либо вы занимались рейки, йогой, вот что-то такое. Если никакой эзотерики нет, то здесь злость и раздражение сильное на себя и на свои собственные хлопоты. Вот с собой вы, дорогие мои, недовольны вообще абсолютно, потому что у нас вот она злость, и вся эта злость на себя, любимую, дорогую. Итак, дорогие мои, на сердце вы содержите хлопоты некой червовой дамы, либо червового короля. У каждого проиграется по-своему, гадание онлайн, либо оба. Под сердцем у вас некий казенный король. Но если есть свое дело, бизнес, проекты личные свои, там, не знаю, блог, YouTube канал, тролливали, вот вы его содержите под сердцем. В голове вы содержите себя и вашего партнера короля бубнового. Плюс от короля бубнового получили какие-то новости, известия. И в голове еще может быть ваш дом, вот жилье, где вы проживаете. В ногах у вас некая червовая масть, либо король, либо дама. Разговор с вашим партнером королем бубновым, и он к вам был и есть со своим интересом тоже. Плюс могли от короля бубнового получить какие-то денежки, достаточно такую крупную сумму. Что было? Злились вы очень сильно на себя, и была у вас встреча, свидание либо с королем червовым, либо с дамой червовой. Опять же, у каждого по-своему. Если, например, есть третье лицо в отношениях, то это может быть он, тот самый король червовый, но вы об этом точно знаете. Если нет, то ничего тут не придумываем. Здесь друг, брат, сват, коллега по работе, какой-нибудь продавец в магазине и так далее и тому подобное. Таксист, водитель туда же. Смотрите, также в прошлом некий червовый король
либо чаяние и надежда червовой дамы, и вы со своими хлопотами. Хлопотали вы совместно, либо за червовую масть. Также, что было в прошлом, ваш партнер король бубновый был к вам со своими любезностями, а вы либо злились на него, на его любезности, либо, опять же, вы практик эзотерик, и король бубновый, ваш партнер, обращался к вам именно за какими-то эзотерическими, магическими услугами. Например, попросил вас погадать. Что будет? Разговор большой, крупный, свидание с вашим королем бубновым, с вашим партнером, и вы к нему будете со своими чаяниями и надеждами. Также ваш партнер король бубновый к вам будет со своими чаяниями и надеждами. И червовая масть, либо король, либо дама, либо оба будут к вам тоже со своими любезностями. И у нас что будет? В ранней дороге у вас будет встреча, свидание с дамой бубновой, либо в ранней дороге червовый король будет к вам со своими чаяниями и надеждами. И основная линия недельки у нас, смотрите, ваш партнер король бубновый будет к вам со своими хлопотами, а вы будете злиться, раздражаться на себя, на свой интерес и на свои любезности. Что-то вы прям собой недовольны, мои дорогие. Итак, для вас вы, ваш дом, ваши любезности, все это вот вас беспокоит. Тут какой-то вот эгоизм и занятие лишь собой любимой. Для дома у вас будет какой-то большой разговор, скандал с дамой червовой. Либо король червовый для дома тоже к вам со своими чаяниями и надеждами. И через его чаяние и надежды все равно у вас будет какой-то разговор, скандал, и выяснение отношений тогда с королем червовым. На сердце вы содержите себя, любимую, и никого больше. Смотрите, ваши интересы, ваши чаяния, надежды, ваши хлопоты. Видимо, сейчас вас волнует какое-то свое дело, свой блог, свой бизнес прям сверх, прям очень сильно. Что было? Ваш партнер король бубновый был к вам со своим интересом, и злились вы и раздражались на даму червовую, на встречу с ней, на свидание с ней. Если, например, вы практик эзотерик, то вы могли некой даме червовой, например, гадать, оказывать какие-либо магические, эзотерические услуги в прошлом. Что будет? Ваш партнер король бубновый будет к вам со своими чаяниями и надеждами, будет у вас с ним встреча, свидание, и встреча, свидание, возможно, с неким казенным королем, либо будете заниматься, опять же, своим делом, блогом, каким-то бизнесом и так далее. Что будет на пороге? Вот-вот червовый король, у кого он есть, будет к вам со своими любезностями, и получите вы от него некие новости, либо бумаги. Если никакого червового короля нет, то здесь, смотрите, дама червовая будет к вам со своими чаяниями и надеждами и со своими любезностями. И от нее тогда вы получаете какие-то новости, какие-то известия. Успокаиваетесь вы злостью на червовую масть, либо на даму, либо на короля. Вот такой прогноз для двоечек. Я вам желаю любви, гармонии, благополучия, процветания. Любите, берегите, балуйте, цените, заботьтесь о себе и о своих близких. Это была Астарта Сантье. Всех благодарю, что были со мной, и увидимся. Всем пока. Троечки, смотрим вас. Партнером назначила короля Трефового. Заходите вы в период с неким разговором по работе, какие-то бизнес-дела были, и какие-то, видимо, были важные разговоры, переговоры, встречи. Также вы получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес в какой-то тоже ранней деловой дороге. И была злость на себя и недовольство, видимо, работой. Плюс, если вы практик эзотерик, то здесь просто-напросто вы делали какие-то практики магические, эзотерические, гадали, скорее всего, на работу, либо на перспективы, которые вам обещали, либо в социуме где-то, но это все касаемо каких-то рабочих, деловых моментов. Итак, на сердце содержите свой интерес, под сердцем свою же раннюю дорогу. В голове содержите чаяние и надежды вашего партнера короля Трефового. И хлопотали вы, видимо, по работе, либо какие-то хлопоты были денежного характера, финансового, рабочего, делового. В ногах ваш партнер король Трефовый будет к вам со своими любезностями, и будет у вас с ним разговор, но как-то вы все это пусто ставите. Поговорили и забыли. Не сильно он вам интересен на этой недельке.
Теперь сторона прошлого. Злились вы и раздражались на какую-то дорогу, связанную с деньгами, с работой. И опять же, здесь вы и ваши любезности. Видимо, какие-то вещи, которые вас волнуют, за которые вы переживаете. В общем-то, за себя любимую, дорогую. Также был здесь разговор, опять же, связанный с деньгами, с финансами. Мы не видим, с кем вы разговаривали, но какие-то разговоры, встречи вы вели. И получили, скорее всего, вы какие-то деньги, достаточно большую крупную сумму от работы, видимо, своего бизнеса, либо блога, либо каких-то своих увлечений, за которые вы получаете денежки. Денежки были достаточно такие крупные, большие. Либо здесь поступление средств от некого казенного короля. Что будет? Опять же, разговор за деньги, за такие достаточно небольшие суммы разговор будете вести с партнером, с королем Трефовым. Также в ранней дороге от короля Трефового в будущем, да, получите какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. И будете со своими чаяниями и надеждами, вот вы надеетесь на какую-то либо дальнюю дорогу, либо на какое-то свое будущее, на перспективы, на дальние. Вот прям сильно надеетесь и чаете на них. И основная линия недельки. Смотрите, ваш партнер король Трефовый, ваш с ним совместный дом, ваша с ним жизнь, либо встреча с ним. И от короля Трефового встречи с ним получите какие-то новости, какие-то известия. Итак, для вас ваши хлопоты, и получаете вы в ранней дороге какой-то деловой, большой, крупный, нечаянный для себя интерес. Опять же, денежки для дома, денежки от какого-то казенного короля, и деньги могли получить от партнера, от короля Трефова, достаточно тоже крупную сумму денег. И опять же, здесь деньги от бизнеса своего, от собственного могли тоже получить. На сердце содержите любезности вашего партнера Трефового короля и будущее с ним, но пусто как-то. Уже, знаете, вот такое ощущение, что здесь отношения в кризисе, судя по всему раскладу, и уже никак вы не воспринимаете положительно, по крайней мере, на этой недельке вашего партнера. Он вроде как к вам и с любезностями, но вот вам уже он не интересен. Что было? В ранней дороге была встреча, свидание с вашим партнером королем Трефовым. Что будет? Опять же, встреча, свидание с королем Трефовым, и получите вы от него какие-то новости, известия, какие-то небольшие деньги. На пороге что будет? Вот разговоры и ваш интерес, опять же, связаны с работой, с финансами, с дальнейшими перспективами, с социумом, где вы обитаете, где вы постоянно находитесь, где вы проводите время. И успокаиваетесь вы вашим партнером королем Трефовым, либо его собственным домом, либо вашим совместным домом, где вы вместе живете. Троечки, я вам желаю любви, благополучия, гармонии, процветания. Берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь о себе и о своих близких. Это была Астарта Сантия. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки и, конечно, пишите комментарии. Мне будет очень и очень приятно. Прощаюсь. Всем пока.